Здравствуйте, друзья! Мы опять встречаемся по случаю присвоения русской премии. Эта Руська премия родилась у нас в 2005 году. Празднуем мы ее в 14-й раз. Накануне нашего любимого дня Святого Николая, на Миколу. Значит, с подарками. В списке наших дипломантов и лауреатов хорошо известные на виртуальной подкарпатской Руси творческие личности. Иван Петровцев, Владимир Бедзер, Василь Матола, Феликс Кривин, Иван Ситор, Иван Поп, Мила Марышева, которая Бородина, Тамара Кирча, Игорь Кирча, знаменитая фамилия на Закарпатье, Роман Пещальник, Людмила Кудрявская, Михаил Чухран, Юрий Маслеев, Людмила Загоруйко, Михаил Капраль, Кирилл Шевченко, Виктор Гомонай, Иван Бузыш, Михаил Чекивдя, Сергей Тудовши, Павло Романюк, Владимир Дудаш, Владимир Сурнин, Андрей Фатула, Владимир Новак, Михаил Кемень. Как тут кого-то не забыть, но как же забыть чудесную Ирину Мадригу, которую мы награждали в прошлом году. Увы, на Украине сейчас смутные времена, и кто-то уже и не рад, что оказался в этом списке, а кто-то заранее просит его больше ни в какие списки не включать. Кстати, нет у нас и списка спонсоров, поэтому так и не могу назвать одного из них ВП из Ужгорода. Скажем, он работает на украинских олигархов и помогает в темную. В темную помогал и другой мой товарищ Олег Ямалов, увы, уже покойный, посему бесстрашный. Земля ему пухом. Один раз из 14 нам помог московский русский мир. Так мы стали навсегда агентами Кремля. И вот издали эту книгу. Осталось мало экземпляров, дарим потихоньку ее самым важным гостям. Зато очень рад, что могу представить чеха с русинскими корнями Михала Кубика, который регулярно поставляет нам электронику. Вот и сейчас он подарил такие мини-принтеры. И фотобумагу цветную мы докупили для фото, для красивых картинок к этим принтерам. Но вот как переслать все это мимо хлопотной таможни, пока не знаю. Естественно, что многие наши премиальные мероприятия невозможно без русин Михаила Тяжко и Василя Джугана, с которыми русской премии удалось засветиться даже на приеме у президента республики Милоша Земана по случаю столетия Чехословакии. Недавно, в конце ноября, была там наша подкарпато-русинская группа. А теперь представляем нашего героя, Михаил Иванович Град, русинский поэт и публицист, председатель правления Союза русинских писателей Закарпатья. Он отмечен грамотой Международного фонда «Русская премия» за большой личный вклад в развитие русинской литературы на Подкарпатской Руси и призом за победу в народном голосовании на нашем сайте. Михаил Иванович родился 10 ноября 1950 года в Березове на Хустине в семье верховинского селянина. Родители его имели 7 детей. Когда ему было 10 лет, не стало отца, и матери было очень тяжело воспитывать такую ораву малышей, и поэтому Мигаль Град вынужден был учиться в Усть-Чернянском детском доме и в Донецком интернате. Тогда и такое было возможно в советские времена. В 1968 году он закончил Межгорское ПТУ и начал работать на стройках в Тячеве. В 1969-м его призвали в армию. После службы, как и все подкарпатские русины, ходил на заработки. А в 1976-м начал на Тячевском металлозаводе слесарем, токарем, фрезеровщиком, мастером механического цеха, инженером, начальником бюро и начальником отдела. С Тячевским металлозаводом тех времен и у меня многое связано. Я работал в конструкторско-технологическом бюро Закарпатского облмеспрома, которое как раз обслуживало Тячевский металлозавод. Я там часто бывал, возил в Киев, в Россию, в Советском Союзе разные технические документы, конструкторскую документацию. Правда, судьба нас тогда не познакомила с Михаилом Ивановичем, но вот пересеклись мы там на Тячевском металлозаводе. Михаил Град постоянно учился. Заочно он закончил Львовский техникум радиоэлектроники, Аршанское педагогическое училище, Ужгородский техникум повышения квалификации учителей физики и университет Львовская политехника. С 1981 года Михаил Иванович на учительской работе, а с 2000 он доктор мануальной терапии и шофер Красного Креста, доброволец
волонтер. В 2001 году на Первом конгрессе русинских писателей Закарпатья его избрали председателем правления Союза. И с тех пор он бессменно руководит этой организацией. Среди ее членов знаменитый историк Иван Поп и другие номинанты, лауреаты и обладатели призов русской премии. Лымко, Далида, Кемень, Бузаш, Пищальник, Чухран. Всего в Русинском союзе более 60 авторов. Кроме того, Град создал Тячевское районное общество подкарпатских русинов, 2 русинские воскресные школы и районную молодежную организацию имени Александра Духновича. Написал и издал 10 книг на русском, украинском и русинском языках. В них история, поэзия и песни русин. В 1910 году вышла книга «Проміння сердца» с избранной лирической поэзией к его 60-летию. Отмечу, что вести русинскую писательскую организацию на сегодняшней Украине дело непростое. Но Михаил Иванович человек мужественный и опытный. Я искренне надеюсь, я уверен, что он совладает с ситуацией. А вот награждать начинающих русинских поэтов премией имени Ивана Юрьевича Петровция мы в этом году не стали. В условиях введения на Украине военного положения и истерической борьбы киевской псевдоэлиты с русским миром, Руська премия может превратиться для поэтов в проблему, а то и в трагедию. Напомню то, что стараются на Закарпатье не вспоминать. Русинский классик Иван Юрьевич Петровцев был очень эмоциональным, можно сказать, несдержанным человеком, при этом еще и тяжелым гипертоником. Его сердце просто не выдержало многочисленных вызовов и допросов в СБУ. Земля ему пухом. А жизнь продолжается, и мы поздравляем Михаила Ивановича Града. Спасибо вам за внимание и поддержку, дорогие зрители, дорогие друзья.